Okay. Итак, мы сели. Sit down. Okay. Okay. What? Адрес. Okay. Okay, let's go. Let's go. Итак, сел я в такси. Меня везет Джезус. Ну, говорят, предстоит дорога дальняя. Сан-Паулу очень большой город. Даже на такси без пробок ехать почти, говорят, 50 минут. Я что-то очень удивился этим расстоянием. На автобусе-то я ехал сюда до ближайшего метро, чтобы пересесть сюда, где-то 1,5 часа. Ну, посмотрим ночной Сан-Паулу и с тыльной стороны, и с лицевой. Но обычная цена, когда днем пробки где-то 160 бразильских реалов, вот в ночное время 130. Ну, примерно курс $1 это 3,66 реала. Но если ты берешь, меняешь по черному курсу, то есть с рук покупаешь, а если берешь, меняешь законно в банке или в кассе, то у тебя еще 10% удерживает налоги местной бразильской власти. Поэтому лучше менять у грузчиков, там, у обслуживающих персонала в аэропортах. Проверено, вроде фальшивок нету. Так, большое количество светофоров, небольшое количество такси. Ну, Что-то попадается нам постоянно красно. Вермелю, вермелю. Так, выехали на более такую широкую трассу. Очень общительный попался водитель. Так, думаю, немножко приблизились уже к аэропорту. Что-то уже подустал я ехать. Не выспался. Сейчас у нас 4:30, 4:50 уже. 20 минут уже едем. Самолет вылетает в 8 утра. Но придется торчать в Киритиби. Ладно, поторчим, посмотрим достопримечательности. Что делать? Если менять билет, то слишком дорого получится. А билет куплен заранее через российский интернет. Сейчас не помню, где-то около 6-7 тысяч рублей. Туда и обратно. Билет был Порту-Алегре, Сан-Паулу, Сан-Паулу, Киритиби, Порту-Алегре.
Заехали в темную часть города. Передвигаемся вроде бы быстро, но едем пока полчаса. Так, еще минут 20 ехать. Водитель оказался арабского происхождения, но ни слова не знает языка предков, сильно ассимилировался. Ну, тоже здесь состав населения, конечно, в основном португалоязычный, но если брать Порту-Алегри, там много так называемых бразильяна. Это бразильцы, предпочитающие говорить и на португальском, и на итальянском. Ну, очень мало попадается бразиньолов, это которые говорят на испанском. Ну, в ту сторону, ближе к Аргентине, в основном больше бразильцев итальянского происхождения. Ну а в крупных городах, как вот Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, здесь как бы намешано почти со всего мира. И население Сан-Паулу составляет как бы в черте города 12 миллионов, с пригородами около 20 миллионов человек. То есть на 3 миллиона больше, чем население Казахстана в одном городе здесь. Ночной город все равно остается как бы в стороне. Но здесь тоже опять куча объездов. И уже, представляете, впереди накопилась небольшая пробочка. И это уже в 5 утра. Так, похоже, что подъезжаем. Аэропорт называется Гуарульос. Туда я прилетел с Порту-Алегри, потом из него вылетал в Боготу и возвращался из Сантьяго. То есть теперь 4-й раз еду в Гуарульос. Сокращенное очень мрачное название РУ. Напоминает Главное разведывательное управление Советского Союза и РФ. Большого города уже ничего не видать. Так, приближаемся к терминалу 2. Со второго терминала идут внутренние рейсы, производятся. С третьего терминала международные рейсы. Аэропорт во всей красе.
take the flight in the 2, right? Yes. Okay, good. Here you are. Так, поехали.